Сократит движение в пути и обеспечит безопасность. Автомобилисты начали пользоваться новой скоростной четырехполосной автотрассой Дюртюли-Ачит протяженностью 275 километров. Она входит в состав автомагистрали М12 Москва-Екатеринбург и проходит по территории Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. Строительство крупной транспортной артерии скажется на безопасности, качестве поездок и не только, говорят эксперты. Их мнение выслушала Анастасия Чебаева. С нами города становятся ближе. Слоган, который как нельзя лучше подходит новому участку трассы, что стал продолжением скоростной магистрали М12, маршрут Москва-Екатеринбург. Время в пути благодаря ей сократится практически в 2 раза, с 35 часов до 17. Это самый масштабный дорожный проект в стране за последние десятилетия. И не только по протяженности маршрута, но и благодаря одновременно задействованным в строительстве рабочим и спецтехнике. Новый участок трассы М12 Дюртюли-Ачит протяженностью 275 километров. Связывает Поволжье и Урал. Строительство началось в 2022 году. Чтобы завершить его за короткий срок, в пик работ было задействовано более 5500 людей. И именно дорожники начинают движение. Детская красота. Даже сердце радует. Работа от души отработали. Приятно смотреть на нашу дорогу. Старт движению в режиме видеоконференции дал Владимир Путин. Владимир Ильич, разрешите открыть движение? Разрешаю. Поехали. В результате поездки на автотранспорте станут более комфортными, безопасными. Увеличится количество перевезенных пассажиров и грузов. Хороший стимул получит развитие внутреннего туризма. Станут более доступными для граждан природные и культурные достопримечательности нашей страны. Экономический эффект почувствуют регионы, по которым проходит эта трасса. Из 275 километров нового участка 140 проходит по территории Башкортостана, затрагивая 3 района – Дюртюлинский, Бураевский, Тытышлинский. Помимо этого, в республике еще в декабре после реконструкции был открыт 65-километровый участок М7, который стал частью М12. Новая дорога позволит сократить время пути. Так, в Екатеринбурге теперь можно будет оказаться на 2 часа быстрее. Она огромное значение имеет. Она имеет огромное значение для автомобилистов. Сокращение примерно времени, доезда теперь до Екатеринбурга, Казани, Москвы, других городов где-то почти в 1,5 раза. Эта трасса, это параллель нашей, в некотором смысле, трассе М5, которая, вы знаете, страшно перегружена, поэтому мы думаем, что часть пассажиропотока, часть грузопотока здесь пойдет. Здесь надо принимать определенные интеллектуально-логистические решения, над чем будем уже вместе с федеральным агентством работать. Здесь, конечно, очень большая и, главное, это экономическая составляющая. 4-полосная бесшовная трасса, значит, без единого светофора. На 275 километрах нового участка создано 9 биопереходов для диких животных. Построено 12 мостов, и один выделяется особенно – 800-метровая переправа через реку Белую. Он построен, опять-таки, по технологии, которая не имеет аналогов. Я считаю, всего 5 мостов в России построено, 3 из них уже на трассе М12. Когда агрегаты на весу друг к другу идут, стыкуются, это все происходит за очень короткие сроки. Перед аграриями районов, через которые проходит трасса, откроются новые направления для реализации продукции. И в целом бизнес в различных сферах получит импульс. Для логистических компаний это, опять-таки, сельское хозяйство, торговли. В разы сокращается время доставки товаров. Ну и, соответственно, увеличится товарооборот. Это очень своевременно и актуально на сегодняшний день. Опять-таки, это дополнительные рабочие места, потому что будут открываться со временем сервисы обслуживания, где люди будут трудоустроены и работать. Все это дополнительное поступление в бюджет. Другой немаловажный фактор – открытие трассы скажется на загруженной дороге М5. Данная трасса, она, конечно, в первую очередь обеспечит безопасность дорожного движения у нас в республике. Почему? Потому что с региональных и межмуниципальных дорог уходит поток грузовых автомобилей на эту трассу. Трасса оснащена по последнему слову техники, и освещение, и барьерное ограждение, и разметка. Все есть для того, чтобы спокойно двигаться по дороге в 100-120 км в час. Ну и, конечно, это сокращение времени в пути. В 1,5 раза сократится время до Екатеринбурга от Уфы.
Это очень хорошо экономит и бензин, и время. Куда комфортнее станет посещение Башкортостана и для путешественников. Министерством предпринимательства и туризма сейчас, кстати, разрабатывается новая региональная программа «Золотое кольцо Башкортостана», куда как раз включены 3 района республики, по которым проходит трасса. И сейчас мы занимаемся тем, что подыскиваем как раз-таки по этой трассе в определенных участках, муниципальных образованиях территории, где могли бы создать комфортные условия пребывания в виде кемпингов, может быть, кемпингов. И сочетание увеличения количества потока и экономической составляющей Республики Башкортостан, соответственно, в связи с приездом наших гостей, оно, конечно, нам позволяет гарантировать увеличение по всем показателям. С учетом открытого ранее участка М7, который стал частью М12, Башкортостан получил 205 километров новой комфортной дороги. Это, конечно, доверие, уважение и то, что такой регион, как Башкортостан, деньги, вложенные в него, федеральные, это не какая-то благотворительность. Это деньги в будущее страны, будущей республики, импульс развитию этих территорий. Вот поэтому, кстати, в свое время руководство республики добивалось, чтобы вот эта трасса федеральная Москва-Екатеринбург, там же можно по-разному было построить дорогу. Дорога платная, в формате «Свободный поток». Госномер фиксируется автоматически, а уже через сайт или приложение можно будет оплатить проезд. Уфу от М12 разделяет более 100 километров дороги, которую тоже ждут изменения. Стоит серьезная задача притяжки трафика на М12, выхода из крупнейших агломераций, из опорных населенных пунктов на М12. В этом плане по Республике Башкортостан очень важна для нас реализация тех намеченных планов по реконструкции участка М7 от Дюртюли. В ближайших 5 лет эту работу обязательно завершим. Чтобы мы с Уфы выезжали, 4 полосы и по 4... 4 и более. 4 и более, да. И мы по этим полосам доезжали по такой же категорийной дороге, доезжали до М12 на разворот и улетали, соответственно, уже куда, кто направо, кто налево, как говорится. В этой части республики, говорят эксперты, такая транспортная артерия была уже просто необходима. Дорога, что связала Поволжье и Урал, Восток и Запад. Следующий этап – продление М12 до Тюмени. Анастасия Ильчубаева, Азат Ажбулатов, Руслан Галямов, Иван Шабрин. Итоги недели.